Ребята, всем привет! Теперь у меня новая машина. Прощай, Патрик. Шучу. Машина Chery Tiggo Pro Max 7. Сегодня мы взяли на обзор с дилерского центра Chery, официальный дилер Chery в городе Якутске. И давайте мы посмотрим на машину, на что она способна, что в ней есть, чего нету и так далее. Погнали! Смотрите, умное сиденье. Еще раз привет. Вот наша машина на обзор. Фирма Chery. Сейчас мы немного прокатимся по городу Якутску. Расскажу, покажу, что я успел посмотреть, узнать, так сказать. Ну, сразу обращаем внимание на селектор скорости. Здесь у нас задний ход, нейтрал и получается D. Парковка с кнопки. Вот поставили на кнопку, то есть на парковку. Ручник у нас тоже с кнопки. Вот поставили машину на ручник. Отключаем ручник. D-драйв. Посмотрите, какой красивый у нас селектор скорости с Tiggo. Начинаем движение. Я прокатился где-то час. Даже выезжали за городом на трассе. Сразу начну с двигателя. Двигатель у нас бензиновый, 4-цилиндровый, объемом 1,6. Но, ребята, двигатель турбированный. И у него 150 лошадиных сил. Машина очень резвая. Для его веса этих лошадей хватает на ура. Как только ты давишь педаль газа, машина улетает. На такой современной машине я еще не ехал. Я только сегодня с УАЗика сел на такую умную современную машину. Машина свежая. Очень много режимов. Я даже еще не успел все режимы изучить. У нас стоит режим спорт сейчас. Даже как менять режимы я толком еще не умею. Вот посмотрите, у нас есть обзор 360. Когда мы делаем маневр, то есть повороты, задний ход, при заднем ходе включается задняя камера и еще плюс камера 360. Машина кроссовер. Здесь у нас 19 диски, большие колеса. Но, несмотря на это, машина очень-очень резвая. Раздельный климат-контроль. Вот на этом режиме сейчас у нас режим маневрирования, поэтому у нас включились все камеры. Когда выехали на трассу, тут работала система контроля полосы, и машина сама рулила. Я ехал на скорости 120 км в час, отпустил руки, машина сама рулит. Представляете? Автопилот. Точно не могу сказать про систему парковки. Возможно, даже она и присутствует. Чтобы это узнать, надо прогуглить, изучить. Спереди у нас бардачок для телефона. Тут у нас два разъема USB и Type-C. Также, когда вот сюда ставишь телефон, тут автоматически начинает заряжать по беспроводной зарядке.
Ходовка, на мой взгляд, очень мягкая. Когда ехали за городом на большой скорости, машина очень плавно шла. Очень хорошая шумоизоляция. Шума двигателя мы практически не слышим. Когда я сильно газовал, турбина работала, и тогда был слышен рев двигателя. На городском режиме двигатель я почти не слышу. Очень интересный руль, как спортивный. Очень много кнопок. Управление аудиосистемой, управление круиз-контролем и так далее. Очень много кнопок. Аудиосистема от Sony стоит. Звук очень хороший. Приборная панель вообще фантастическая. Она объединяет два экрана. Один экран у нас аудиосистема, управление климатом, вот, раздельный климат, левый пассажир, правый пассажир. Также есть кнопки здесь на панели. Левый монитор у нас получается табло. Здесь у нас показывает скорость, обороты, температуру. Сейчас, когда мы остановимся, я еще покажу другие темы нашего приборной панели. Забыл сказать про трансмиссию. У нас стоит робот, и у нас полный привод. Cherry Tiggo 7 Pro Max это полный привод. Обычный Cherry 7 Tiggo 7 вроде переднеприводный. Вот видите, там бордюр торчит. Обычно тут стоят припаркованные машины, и этот бордюр постоянно задевается. Давайте сейчас посмотрим, сможем ли мы ровно пройти, чтобы не задеть вот этот бордюр. По камерам мы прошли в миллиметре от бордюра. Давайте детально посмотрим внешний вид машины. Сзади у нас есть спойлер, индикатор тормоза. Сзади у нас красная сплошная линия, как на Ли-9. Вокруг черный пластик имеется защитный. Колеса 19, вот они. Подкрыльник пластиковый. Спереди у нас подвеска Макферсон типа. Передний рычаг, я видел в YouTube, сделан из толстого металла. Спереди у нас головной свет диодный. Сейчас включен ближний свет фар. Также у нас диодные противотуманные фары. Кстати, клиренс у нас, максимальный клиренс 190 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы не задевать ни один бордюр. Также, так как мы живем в Якутии, у нас бездорожья очень много. Я думаю, на легком бездорожье машина справится на ура. В общем, вид машины очень клевый, спортивный, такой агрессивный. Никакой такой нежности я не наблюдаю. Внешний вид мне очень нравится. Багажник открывается у нас с кнопки. Вот где-то тут. Давайте посмотрим сразу багажник. У нас имеется полноценная запаска. Не какой-то там банан, а полноценный диск литье на 19. Домкрат, аварийный сигнал. Подсветка, шторка багажника. Объем багажника достаточно большой. Багажник также можно закрыть отсюда с кнопки.
Интересно, да? А еще интереснее. Багажник открывается из салона. Багажник открывается. Вот там показывает индикатор, что багажник открыт. А также из салона мы закрываем. И дверь автоматически сама закрывается. Так, по внешнему виду у нас вроде все. Давайте детальнее посмотрим, что у нас спереди. Спереди центральная консоль большая, удобная. Подлокотник тоже такой удобный. Кожзаменитель такого бурого цвета, очень мягкий. Хорошая боковая поддержка. И что интересно, тут все автоматически регулируется. Сиденье имеет несколько памятей на водителя. За что отвечает эта кнопка, я пока не понял. Но когда сидишь, наверное, понятно. Также вот снизу имеется полочка. Здесь внутри у нас есть перекуриватель. Давайте посмотрим, что у нас там под капотом. Так, пневмоупоры. А где двигатель? А двигатель внутри. Вот такой пластиковой крышечкой. Здесь у нас аккумулятор. Так, теперь посмотрим задний ряд. Вот такой у нас задний ряд. Вот так расположены у меня ноги. Расстояние очень большое. А сзади у пассажиров получается подогрев сидений, климат, динамик, открыть, закрыть окно. И сзади вроде все. Здесь у нас, естественно, есть подлокотник. Сиденье вот так, оказывается, становится в ровный пол. У меня, например, на УАЗике ровного пола нету, поэтому я заказал, если вы помните, органайзер, чтобы у меня там все подровнялось. А тут, вы видите, все сразу. Вот нижнее сиденье не надо даже открывать. Спинка просто откидывается и все. Так, у нас здесь есть крутилка под названием мод. Это у нас режимы езды. Включен зимний режим. Зимний режим. Включен грязевой режим. Включен бездорожный режим. Включен экономичный режим. Включен стандартный режим. Включен спортивный режим. Включен стандартный режим. Очень удобно вот этой крутилкой менять режимы. Так, парковку, ручник я показал. Здесь у нас меню по машине. Так, ассистенты водителя, вот электронные настройки. Мониторы слепых зон, предупреждение приближения сзади, предупреждение при открытии двери. Так, система автоматического торможения, сигнализация ассистента. Так, сигнал о превышении скорости у меня стоит, оказывается, 120, поэтому, когда я ехал по трассе, когда я превысил 120 км в час, у меня сразу на табло появилось предупреждение. Так, что еще тут интересного? Режим усилия рулевого управления. Ну, тут стоит комфорт. Отключить вроде нельзя. Так, меню автомобиль. Так.
Открытие багажника без помощи рук. Это вроде с помощью чип-ключа. Так, высота открывания багажника. Салон. Беспроводная зарядка. Комфортная посадка. Так, положение сиденья, зеркал заднего вида. Кондиционер. Ну, вот режим. Настройка кондиционера. И тут еще есть настройка свет. Так, яркость. Яркость это у нас подсветка, ребята. Так, видите, вот у нас есть вот такая линия. Она красная. Теперь она синяя, фиолетовая, белая и так далее. Вот тут показывается, тут тоже есть, вот видите, диод. Так, здесь еще есть две кнопки. Вот эта кнопка, если нажимаете эту кнопку, у нас сразу появляется навигатор. Какой это? Яндекс Навигатор вроде. Так, музыка у нас, мультимедиа. Ну, сейчас он там радио включено. Но система Android, в принципе, можно установить нужные свои приложения. Переходим к табло приборной панели. Приборная панель у нас регулируется. Где? Вот этими кнопками. Так, смотрите, навигатор у нас появился вот тут. Обычный режим. Так, карта. Так, тут у нас информация: расход топлива, пробег суточный. Так, настройки темы. У нас здесь 3 темы. Стоит классическая. Меняем на комфорт. Меняется даже второй экран. И у нас еще есть 3-й режим. Режим стиль. Здесь у нас память сиденья, кресла. Открывание, закрывание всех окон, регулировка зеркал, открытие, закрытие машины. Справа на руле у нас кнопки аудиосистемы. Даже у нас есть вот тут голосовой помощник. Здравствуйте. Привет. Извините, я не могу вам в этом помочь. Значит, надо подключить интернет, чтобы помощник заработал, загуглил. К сожалению, я еще не овладел этим навыком. Спереди очень большая вот такая система умная. Та система, которая следит у нас за дорогой, за машинами, за полосой и так далее. Так как я вам ранее уже говорил, машина умеет сама подруливать. Здесь у нас все вот так закрывается. Есть довольно-таки большой бардачок. Кстати, сверху у нас стоит ГЛОНАСС. Большой панорамный люк. Ничего себе. Видите, большой панорамный люк. Крыша стеклянная. Опа. На обеих козырьках у нас имеется зеркало с вот такой подсветкой. А подсветка еще вроде
Меняет цвет, меняет яркость. Или вроде только яркость. Так, большой у нас средний бардачок с кондиционером внутри. Можно остужать напитки всякие. Так, вот этот кругляшок, который я вам говорил, оказывается, это пневмосистема. И когда я его в разные стороны нажимаю, я чувствую, как спинка надувается по бокам, посередине. То ли это мягкость сиденья регулируется, то ли регулируется положение для спины. В общем, в целом, это для меня ноу-хау. Китайцы, конечно, молодцы. Китай уже берет рынок в России. Руль регулируется в двух плоскостях: вперед-назад и вверх-вниз. Поедем. Камера очень хорошо показывает. Вот сбоку у меня проезжает машина. Пусть проезжает. Руль очень мягкий. Сначала было непривычно, когда я тут сел. А я не привык к габаритам. Но через несколько минут езды по городу я уже привык. Левый руль для меня привычный, так как у меня на УАЗе руль слева. Никакого дискомфорта при езде я не обнаружил. Все достаточно интуитивно. Хорошему человек быстро привыкает. Так, мы можем менять вид камеры. Вот так даже. Прикольно вообще. Аудиосистема. Сейчас у нас работает радио, а флешки нету, хорошей музыки пока нету. Музыка очень хорошая. У меня на УАЗике такой громкости нету. Я даже не включал еще максимальную громкость. Очень громко. Тормоза у Cherry Tiggo Pro Max 7 очень хорошие, я так считаю. Говорят, что тут стоят поршневые тормоза дисковые, но тем не менее для этого веса хватает вполне, и очень комфортно и эффективно работает тормозная система. Зеркала у нас большие, очень хороший вид, хороший обзор. Как среднее зеркало, так и боковые. Вот наш дилерский центр Cherry. Находится в Вилюйском тракте, 3-й километр. Здание 53. Вот стоит Патрик, бедный. Опять придется корячиться на УАЗике. Да? Кстати, забыл сказать про салон. Везде вот тут кожаная отделка. Ну, может, кожзам, может, настоящая кожа. Тут, оказывается, пластик. А здесь кожа. По бокам здесь тоже кожа.
И посередине вот такой красивый, типа под дерево, что ли. В общем, салон тоже нравится. Сиденье очень комфортное сидеть. Не то, что на УАЗике. Вот на этом. Вот так вот. Ну вот, ребята. Сегодня мы посмотрели Chery Tiggo 7 Pro Max. Если вам понравился обзор, ставьте лайки. Очень хотелось бы потестить эту машину в нашу зиму, потому что у нас климат специфический. Зимой у нас под минус 60. И как бы вел себя вот эта машина родом из Китая в наших условиях. Вот это тоже интересно. Очень жаль, что сегодня я не смог полностью протестировать ходовые качества этой машины. Все-таки машина паркетник, 4 ВД. И такая машина, мы не узнали возможности этой машины на бездорожье. Хотя бы на легкой. Всякие диагоналки и так далее. Песок. Ну, с этой летней резиной, конечно, в грязь мы бы не пошли. Диагоналку бы мы смогли бы проверить. Кажется, у машины нету пониженной передачи. Про блокировки тоже ничего не могу соврать. Так что, ребята, гуглим, смотрим. Как вам машинка? Мне нравится. На этом все. Всем удачи. Всем пока.